Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кого вы очаровали? Кто вами очарован во всех смыслах этого слова? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком другом думать не надо. Просто загадайте на себя. И песочек нам все покажет. Итак, кого же вы очаровали? Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какая вы очаровательная. Тут столько людей повыходило, аж удивительно. Раз, два, три. 3 человека вышло. Так, ну давайте разбираться. Мои хорошие, у кого-то отыграется, что все 3 в сегодняшнем дне вами очарованы. А у кого-то отыграется вот кто-то из этих персонажей. Ну, давайте начнем с молоденького персонажа. Здесь прям молодой мужчина, он восклицательный знак показал. Он такой: боже, я таких не видел, что за женщина, что за создание. Мужчина, который прям очень сильно растерялся в момент, когда вы с ним контактировали, либо он где-то там рядышком с вами находился. Он моложе вас прям так лет на 10 как минимум. Но как бы любовь, она возраст не спрашивает, да, в паспорт не заглядывает. Вот здесь смело можно говорить о влюбленности с первого взгляда, да, любви с первого взгляда. Вот настолько он вас увидел вот в таком свете, в сиянии, вы были настолько неотразимы, что у парнишки просто в голове там все помутнелось. Вы, конечно, тоже у меня все разные. Есть девушки постарше, есть помладше, но в общем он гораздо моложе, чем вы. И это было что-то с чем-то, знаете, как громом сверху ударило. И он до сих пор в себя прийти не может. Восклицательный знак бедняжка показал. Он постоянно о вас думает, он постоянно вас где-то выглядывает, он ищет встречи с вами, он о вас людей спрашивает, да, что вы, кто вы, да, откуда вы, с кем вы, да, свободны ли вы. То есть, в принципе, он головой-то понимает, что особо шансов у него нет, но, с другой стороны, безумно тянет, просто безумно тянет. Парень, он неплохой, вот единственный его, скажем так, недостаток – это его чрезмерная молодость, да, особенно если вы девушка молодая, то есть вам лет там 20-25, то парню 15, да, и о каких отношениях может идти речь, да, а то и того меньше, да, кому-то вообще 10 отыграется. Но если вы постарше, там, в принципе, уже эта разница, она не настолько существенна, особенно если вы девушка смелая, но, с другой стороны, да, такой женщине, как вы, ведь действительно нужно что-то предложить. Недостаточно просто прийти и сказать: я хороший парень, смотри, вот весь чистый, аккуратный, от меня приятно пахнет, давай будем вместе. Вот. Тут, как, знаете, этим не обойдется. И он это прекрасно понимает. Но, тем не менее, очень сильно тянет, и вы явно этого мужчинку в себя влюбили. Неосознанно, несознательно вы этого не желали, вы занимались своими делами, вы общались там, ну, не знаю, с приятелями, да. Вы в этом не виноваты. Ну вот видите, как получилось. Этот парень еще себя проявит, он еще перейдет вам дорожку, возможно, даже и не раз. Да, все зависит от обстоятельств, но он прям очень молод. И мне показывают, что он какой-то прям светленький, да? Светлый цвет волос, белая кожа, блондинчик может быть, русенький может быть, и даже у кого-то рыженький отыграется. Ну, прям влюбился. Влюбился под впечатлением, только о вас думает, только о вас мечтает. И вот, знаете, как это ищейка, да, ищет информацию о вас. Люди с него смеются, ну, как троллят его, да, а он такой вообще этого не замечает. У него вы перед глазами как цель номер 1. Хороший парень, но вот молод, слишком молод. Вот как-то так мне идет. С левой стороны. Вы как-то даже его не заметили. Вот честно, да? Ну, может быть, если бы еще раз увидели, то вспомнили. А так вот в памяти у вас прям вообще его не осталось. Зато вы ему забили просто память собой, да? Вот прям
впитал ваш образ, кожей впитал. Ну, в общем, девочки, любовь она такая, да, вот у вас такой тайный поклонник появился. Так, и еще одного человека показывают. Но этот человек, он чей-то муж. Извините, но говорю как есть. Он явно муж, и у него явно есть и жена, и дети. И вообще такой, знаете, вот прям ответственный, порядочный семьянин, про таких говорят. А с этим мужчиной у вас полноценное общение. И этот мужчина у вас на хорошем счету. Вы прямо его уважаете. Вот смотрите и думаете, вот какой хороший, порядочный мужчина. Как же повезло его жене. Да? Хороший семьянин, порядочный отец, уважаемый супруг. Да? Вот как-то у него там все слажено, отлажено. И идет такая картинка вот идеальной семьи. Что у него там все идеально. Что они там прям как самосвятость, да, вот настолько идеальные отношения. Но на самом деле все ровно не так. Да, потому что когда двери закрываются, там у этого мужчины какой-то раздрай в жизни происходит. Там нет ни близости, ни тепла, там каждый занимается своим, каждый думает о себе, и этот мужчинка, он бесконечно одинок. И надо отдать должное, этот мужчинка, он давно вами очарован, и этот мужчина давно на вас заглядывает. Но поскольку он вот такой вот порядочный, да, он никогда не проявлялся в вашу сторону. Либо он понимает, знаете, как головой, что вот, чтобы проявиться, чтобы получить этот шанс на счастье, мне нужно сначала все вот разрушить, а потом уже проявляться. Вот. Ну и также у кого-то отыграется, что этот мужчина, он как-то вас выделяет среди других людей, и это действительно может бросаться в глаза. В глаза, ну вот как-то он к вам по-особенному относится. Может быть, вы и сами это замечали, но списывали на дружбу, на то, что вы коллеги, на то, что вы давно друг друга знаете, а может быть, он даже вам и родственникам приходится. Ну, типа там муж сестры, либо там двоюродной сестры, либо какой-нибудь там тетюшки, да, вот как-то так не идет. Вот, очень очарован, но тут больше, знаете, даже не про плотское идет, а именно про душу, про вас как женщину, да, потому что вы аккуратная, вы опрятная, вы всегда ухоженная, вы с уважением ко всем относитесь, вы не скандалистка, вы не сплетница, вы просто шикарная хозяйка. И вот он такой, блин, ну мне бы такую женщину, да? Ну почему мы раньше не встретились, почему вот судьба не позволила мне с такой шикарной девушкой соединиться, да? Вот об этом он думает. Он хотел бы, чтобы его жена была похожа на вас, ну либо хотя бы там на 50% было бы сходство, да? Вот он вас знает, он знает, как вы думаете, о чем вы думаете, он видел вас, когда вы общаетесь, не только с ним, но и с другими людьми, да? И ему хочется быть с такой приятной женщиной, потому что он сам приятный человек. Он постоянно замечает, как вы с друг другом похожи, да, на одной волне вы с ним, понимаете? Ну, здесь, да, очарован именно как женщиной. Про любовь не буду говорить, потому что у кого-то отыграет, что мужчина влюблен, у кого-то отыграет, что просто восхищается, видит вас вот такой вот идеальной картиночкой, идеальным человеком. Но очарован. Очарован, и вот вижу, что он вас часто то ли защищает, то ли он вам как-то тайно старается помогать. В общем, что-то старается для вас сделать. То есть он вам выказывает свое особое обращение. Да, вот всегда поможет, никогда не откажет, да, всегда такой услужливый, улыбчивый. Вот, он вами восхищен, да, он вами очарован. И это есть, и это факт. И девочки, если вы захотите, вот поверьте, вот говорю, как вижу, если вы захотите, вот так пальцем, и этот мужчинка упадет к вам в руки. И не важно, что он там с женой, сколько лет они вместе, сколько у них детей. Ему будет не важно, потому что он хочет быть счастливым. Он устал от той жизни, которая там у него дома происходит. А там просто ад происходит. Вот. Стоит вам просто его поманить, да, вот так пальчиком сделать, тык-тык, и он сразу же побежит. Вот поверьте, разведется за милую душу, да, вырвется из плена тех обстоятельств и будет только лишь ваш. Но только вижу, что вам это не особо нужно, но либо вы женщина, которая на это не пойдет, да, вы не станете разбивать семью, особенно если это родственники, да. Вот, как-то, может, и нравится, может, и считаете его хорошим и уважаемым человеком, но, возможно, не тянет, да. Ну, в любом случае, это вам решать, вам судить, и пути Господни, они неисповедимы. Мы с вами это прекрасно знаем, да, что будет, то и будет. А сейчас он вами очарован. Так, и еще вот один мужчина, но этот мужчина прям на коне. На коне. Мужчина, который
Ну, не знаю, то ли он за вами ухаживает, то ли это ваш мужчина, девочки. Вот он прям очарован вами. Очарован, и, ну, я так понимаю, что у вас тут и взаимно, у кого-то прям взаимно отыграется, да, ну, если это парень, если это ваш муж, а у кого-то отыграется, что взаимная симпатия, да, может быть, вы еще и не перешли к чему-то серьезному, просто друг другу симпатизируете. Мужчина, который с каждым днем вот прямо убеждается, что лучше вас никого нет. Вот прям убеждается. Я не знаю, может, его женщины окружают, может, у него там доступность женщин, она как бы там нулевой порог. Вот. Но он такой, ну вот она самая лучшая, да, я выбрал самую лучшую. А может быть, вы каждый день узнаете друг друга все больше и больше, и он каждый раз убеждается в том, что вы действительно идеальны, даже лучше, чем были в его представлениях. То есть каждый день вы как-то по-новому перед ним раскрываетесь, он умиляется, он очаровывается, он восхищается и очень радуется тому, что вы, например, вместе, да, если вы муж и жена. И даже если он вам этого не говорит, но поверьте, в душе у него это происходит. Он безумно горд тем, что он смог вас добиться. Он безумно горд, что ему удалось вас уговорить стать его женой, либо стать его невестой. И действительно, каждый день его восхищаете. Вот что бы вы ни делали, не знаю, банальный борщ ему сварите, а он кушает и думает, боже, это божественно, как же это вкусно, ну вот просто ум отъешь. Да, вот такие мысли у него идут. Ну, про красоту я уже ничего не буду говорить, про тело не буду говорить, сами вы понимаете, либо он вам это нашептывает. Ну и также, мои хорошие, этот мужчина, ему хочется что-то для вас сделать. Вот каждый раз вы его стимулируете на какие-то поступки. Да, не все мужчины имеют возможности. У кого-то отыграется, что мужчина сейчас в ограниченных возможностях. И это не значит, что он вас не любит. Это не значит, что он не хочет вас там задаривать, либо баловать. Ну, просто вот такое время, да, вот когда тяжело, да, когда там с работой не ладится, либо еще что-то происходит. Но вот хочется ему вот прям каким-то подарком, каким-то действием показать вам, в первую очередь, всему миру, что вы его и что вас он безумно любит. Ну, очаровала так очаровала, что поделаешь. Еще тут такой маленький фрагмент, который я не могу игнорировать. Здесь женщину показали, женские энергии идут. Она с вас берет пример. Вы для нее, да, вот прям пример для подражания, образец для подражания. Это может быть ваша дочь, это может быть ваша внучка, это может быть, я не знаю, коллега на работе, это может быть соседка, это может быть ваша подружка, понимаете? Вот очарована она вашим умением жить. Вот как-то вы так живете, да, вот когда прям тошно, страшно, болезненно, вы все равно находите какие-то моменты для радости, либо для того, чтобы улыбнуться. Вы человечек, который, ну, вот идет по жизни с улыбкой, да, вас невозможно сломать, вас невозможно согнуть, прогнуть. Вы умеете жить красиво, вы умеете радоваться жизни. И вот она, когда рядом с вами, она просто кайфует. Как губка впитывает вашу энергетику, старается и подражать вам, и учиться жить, как вы. Ну, действительно, сильная женщина, красивая женщина, женщина, которая сама себя создала, да, и это достойно и восхищения, и достойно подражания, и достойно очарования. Понимаете, вот именно женщину показали. Вот, судя по этой отсыпке, вы удивительный человек, и в вашем окружении, я так понимаю, нет равнодушных людей. Просто их нет. Вас либо любят, очарованы вами, либо наоборот, могут завидовать, либо злиться на вас, что вы такая вот уникальная, да, самобытная, неповторимая. Ну, вы сами поняли, кто завидует, кто не любит, кто критикует. А так равнодушных нет. Тут даже, скорее всего, сами небеса, видите, тоже вами восхищаются. Ну, либо это родные души, да, которые наблюдают за вами, гордятся вами, вот, которые видят, какая вы сильная, и как вы двигаетесь вперед, да? Не стоите на месте, не двигаетесь назад, а именно идете вперед. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.